Всем большой привет. На Альбатросе снова поход. Еду, наверное, 5 км в час. Вот здесь проехал более-менее быстрее. Здесь у нас получается, я был в этом году первопроходимцем. Сначала вот там ездил, на мотособаке, на буране. Потом напрямик, вот тут. Вот старые следы. А здесь, сейчас покажу, по какой дороге сегодня я еду. Сейчас у нас был оттепель. И в эти дни здесь, видать, ездили на снегоходах. И смотрите, что получается. Вот такие волны. Капец, всю бураницу разбили. Да. Ладно, сейчас дальше потихоньку, помаленьку. Альбатрос он узкий. И так и норовит, чтобы свалиться на бок. Надо держаться за руль крепко. Все мышцы работают, спины, руки. Так что физкультура утренняя такая у меня. Вот здесь и проедем. Здесь развернулся, кто-то на буране ездил, понял, что бесполезно туда ехать, такую теплую погоду, он развернулся здесь. Он здесь рылся тут, до сюда. Может, дальше ровнее будет. Вот настоящая бураница, которая была ровная. Там капец. Километра 3, наверное, вообще дурдом. Ребят, нормальное начало. Еду, наслаждаюсь. Вот смотрите, какая бураница. Повернулся, а саней-то нет у меня. Вот так. Придется возвращаться. У меня там карабинная раскрылась, и сани там остались. Не знаю, насколько далеко. По целине, конечно, невозможно развернуться. Снег пока рыхлый. Ё-моё, я здесь останавливался, вам первоначально снимать. Даже тут, оказывается, уже не было саней. Я и не заметил. Где он вообще? Пипец! Весь путь приходится мне возвращаться. Уже до Курилки доехал. Нету саней. Без понятия, где он. Вот она, находка, Вот это да. Ё-моё. Карабин на месте. Подъел меня сегодня, вот.
не зафиксировал, надо сразу зафиксировать его. Просто вот он раскрылся. Все. Представляете, что произошло, блин. Почти 4 километра, ну, на где-то 4 километра уже уехал. И пришлось вернуться за санями. Я здесь проехал, где-то смотрел еще назад. Вот сюда надо, на лобовое зеркало большое от КамАЗа. Блять, чтобы видно все было. Честно слово, чем вот так. На снегоходе Буране у меня несколько раз такое происходило уже. Сани вот что-то случалось, там фархоп у меня раскрылся один раз. Тоже возвращался. Еще такие случаи были. На мотособаке первый раз. И первый раз не зафиксировал вот это. Зеркало нужно вот сюда. У меня на Буране есть. Сюда тоже надо поставить. Лишние километры. Да и самое главное, вот хреновая дорога здесь. Вообще ужасная. Кто-то буксовал здесь на Буране, ездил. Не знаю, что он там делал так. Вот такой день. Вообще не знаю, что будет. Ну, ладно, покатаемся и... Даже не знаю, снег будет держать или нет. Что-то говорят, что на лигах даже снег не держит. Я не буду никого слушать. Вот. Сейчас поедем дальше, ребят. Сейчас уже точно не раскроется. Это моя вина, моя ошибка. На ошибках учатся. Надо было мне сразу зафиксировать. И такой бы не случилось. Ну вот, первый переход. Нормальный переход сделаю. Редуктор, наверное, теплый. Ну да. Нагревается редуктор. Вот так я снег обычно вожу. Так он быстро тает. Прям на глазах. Вот. Немножко остынет. Считай, в холостую пришлось мне проехать 7 километров, не меньше. 3,5 в одну сторону, 3,5 в другую сторону. Из-за того, что я не зафиксировал карабин. Что я обычно смотрю назад, поворачиваюсь. Но вот сегодня я немножко не досмотрел. Долго не смотрел и не досмотрел. Ребят, смотрите, какое обновление у меня на штанах. Вот, видите? Молния отсюда и до конца. Это я сейчас 2 дня занимался этим. Ну, 2 вечера как бы пришивал вот такую молнию. Чуть позже покажу, для чего я это сделал. Будет, думаю, удобно, и если все получится, как сказать, думаю, многим еще пригодится. Вот как он выглядит. Модно. Модные штаны стали. Вот этот костюм, конечно, добротно все сделано. Много лет уже я хожу в походы, очень много лет. И сейчас вот когда шел я, ну как сказать, резал нитки, блин, так качественно сшито вот этот костюм. Ни одной ниточки не торчит, и шов не расходится, и износ такой, что вот у меня рукава уже изнашиваются, материал. Но шов вообще как были, так и есть. Это не то, что вот сейчас делают, шьют костюмы. Везде нитки торчат, швы как-то зигзагами ходят. Вот, ладно, сейчас я немножко, хотя бы минут 10 тут постою, пусть подостынет. И дальше в путь. Раз начал, уже все равно до Победного поедем. Олег никогда не сдается. Любое начатое дело надо сделать. Получится или нет, там все равно надо пытаться. И что получится, уже будем разжевывать результат потом.
Сегодня, конечно, утро, начало не очень, если честно. Вот это все на нервы влияет тоже, как бы нервничаешь. Вот ты едешь, уже настроение хорошее, поворачиваешься, саней нету, бля. Я обычно боюсь, что вот у меня вот это развяжется, вот эта резинка, и лыжи отпадут. Но не сегодня. Сегодня сани у меня отцепились. Надо же, блин. Моя лыжня. В прошлый раз я тут выходил из тайги. Сегодня здесь зайду, где-то метров 800-900 я пройду по своей лыжне. И уже дальше буду идти собирать по новым местам чагу. А сейчас я буду переодеваться. Заберу рюкзак и газку. Так что я доехал. Самое главное. Обороты чуть-чуть надо убавить на мотособаке. Вот на холостые обороты, кажется, перебор быстро работает. Вот. А так нормально. Здесь нормальная бураница. Где-то километра 3 там перепахали бураном. Блин, я не знаю, что сделали. Убили бураницу. Вообще невозможно там ездить. Вот теперь я покажу, для чего я шил вот эту молнию. Сейчас вкратце покажу. Молнию можно открыть вот так, чтобы проветривалось. Но основное у меня сейчас будем поднимать сверху. Вот. Смотрите, как я раскрыл все. И с этой стороны. Фишка в том, что сейчас я раздеваюсь и я не снимаю обувь. Вот, пожалуйста. Обувь я не снимал. Вторые также. Вот это удобство есть. Раньше, когда я раздевался, я постоянно снимал обувь, одевал штаны, снимал штаны, потом снова одеваю обувь. А сейчас вот с этой молнией, ребят, вообще красота. Вообще классно. Еще два слова, как бы, это я не сам придумал. Я, знаете, вот раньше видел в охотмагазинах вот такие молнии штаны и думаю, для чего это? Это же не смотрится штаны с молнией сбоку. И уже много-много лет прошел, я не догадывался. И где-то, наверное, неделю, может 2 недели назад я увидел видео. Какой-то военный фильм смотрел. Ну, даже не фильм, а какой-то ролик, наверное, в Ютубе. И там спецназ. Вот такие штаны одели они. Я вот так смотрел на это видео и смотрю, и, блин, это же удобно. Надо как-то сделать. И вот, пожалуйста, для себя тоже удобство сделал, пришил, все получилось. Одевать также я буду, все это я вам покажу, если не забуду. Так что работает молния сбоку, и не надо снимать вам обувь. Класс, вот так вот. Все, я в общем уже иду. Вон там оставил мотособаку. Здесь у меня такая вот
лыжня. Сейчас сутки у нас почти дождь был, но нас так и не образовался. Вот смотрите, ну, так себе. Но снег держит. Я боялся, что снег, как мне говорили, меня нормально так просто обманули. Говорят, снег вообще не держит час после дождя. Что-то странно, думаю, почему так. Хорошо даже держит. Такая корка, смотрите. Износ лыж сейчас офигительный. С камусом вообще лучше не идти. Сейчас камус просто убьете. В эти дни у нас было очень ветрено. До 20 метров в секунду. И вот такую картину можно встречать. Сушина. Гнилая елка. Она такая, блин. Вроде стоит здоровое дерево, а внутри у них постоянно труха. Постоянно она гниет внутри. Вот такая хорошая древесина. Вот это все можно спилить на дрова. Это все разрешено брать. Можно даже использовать, может, на какие-то нужды стройматериалы, если что. Ну вот, вышел до реки и попал на избушку. Заброшенная избушка, уже крыша провалилась, окна нету. Свежие следы рыбачили. Видно, вот вчера выходные были, но вчера приезжали рыбаки. Да, избушка, конечно, заброшенная. Ну, еще сейчас буду искать. Уже вдоль реки так буду идти, потому что у реки больше берез. Сегодня вообще шикарная погода пока в данный момент. Но обещают снегопад небольшой. Ветром весь снег до... Ну, я не знаю. Вообще ничего не осталось. Снега на деревьях. Это дождь, ветер. Сильный ветер расшатал деревья, и все, весь снег упал. Вот так все это выглядит. Ну, давайте, пожелайте мне удачи, чтобы нашел больше чаги, чтобы просто не получилась эта поездка. Все как буду снимать. Какие находки будут. Вот, следы топтались, конечно, капитально. Вот смотрите, на реке вот прям заметно растаял снег тоже. И этот наледь, честно, думаю, замерзнет потихоньку. Ходить лучше будет. Нашел первую чагу, не крупную. Сомневался сперва, думаю, даже не буду включаться. Нормально. Вот она, не крупная. Ну, хоть какое-то начало. Берез, смотрите, сколько, очень много тут. И очень много, плотная тайга, подсада очень много. Просто вот, блядь, 20 метров уже не видишь. Будет лось там стоять, ты просто не увидишь его. Вот. Такой плотный лес тут. Ладно, сейчас я это забираю и дальше в путь. Еще один. Вот он. Не крупный, но хороший. Да, здесь просто берез очень-очень много. Хорошо, что я сюда пошел. Вот тут яма, смотрите, такой спуск. Можно было вон направо идти, а я влево думаю, дай я здесь проверю, и, ребят, нашел. Что-то хорошее там. Высоковато, конечно, но, думаю, достану. А елка тут вообще шикарная. Капец. Ой, вот это да. Диаметр елки сумасшедший, большой, толстая. Блин, сколько всего навидался. Сколько тут дичи сидело, птиц. Такой шов уже, ну, он уже хороший, как бы. Но трещина идет, в общем. Понятное дело, он гнилой. Но интересно, там вот, может, кто-то и живет, белка. Интересно, случаи такие. В детстве я любил по таким случаям подниматься куда-то вот выше и выше.
Да, есть что вспомнить. Вон он. У меня тут спуск не очень хороший. Надо спуститься. Ну и буду забирать. Там еще сзади, наверное, что-то будет. Сейчас поближе подойду. Да, вот смотрите, какая чага здесь. Но она половина уже отпала. И новая образовалась. И там еще вот с этой стороны. Вот тут еще такой небольшой. И все. Вот. Ну там еще что-то черное, тоже подойду поближе. А, вон верховая. Да, высоковато, конечно. Сейчас все это я вам буду показывать. Сперва я вот это заберу. Ну, вот это второе дерево. Ну, здесь уже вообще шикарная чага, конечно. Ух ты! И тут, вот смотрите, первый, второй, третий. Вон там еще четвертый, верховой это не достать. Где-то 4,5 метра. А, вон еще один. Прикинь, там тоже достану. Вот вам такое вот место хорошее попал. Вот отсюда снял, вот отсюда. Здесь тяжело удалось мне это отбить. Ну, примерно вот там еще один. 3 штуки. Вот этот огромный, большой. Тут поменьше. Ну, это самый верхний. Вот еще откололись вот такие. Вот. Ну, в принципе, хорошие чаги. Сейчас пойду вон к той березе. Здесь у нас вот такая. Вот. Как варежки, бля, с размером. Где-то с этой стороны еще вроде как вот маленький еще. Но самое главное, ребят, вот налево посмотрел, и опять торчащая чага. Вроде 2 штуки там. Вот такой пятачок, вон оттуда я взял. Потом здесь забираю. Туда иду. Река, наверное, вот как-то так идет. Вот такой поворот и, блин, ну рюкзак у меня уже почти полный. Быстро так я набрал. Прям отлично. Блин, ребят, рюкзак на спину взял. И не поверите, что я нашел. Вот дерево, где я сейчас взял чагу. Показал, вон там дальнее дерево. А тут, смотрите, и под снегом еще там. О, вообще шикарная чага. Вот, смотрите. Вот. Вот это да, уголок я нашел. Блин, честно, не ожидал, конечно. Шикардос. Сейчас забираем. Природа дает. Берем. Давайте сразу туда схожу. Вот это я вам показал. Да, вон там вижу этот, как сказать, река. Угу. Да, налегке сейчас потом схожу еще. Да, шикарная чага тут. Смотрите, на каждом, вот здесь сучки были, вот сучок, здесь сучок. И на каждом месте сучка, смотрите, образовалась чага. Вот такое первый раз я вижу. Я обычно вот вижу где-то что-то какое-то шрам какой-то, и там оттуда выходит чага. А здесь на месте сучьев. По всему стволу, можно сказать. И тут еще. Это вот, видите? О, все, надо выходить, ребят. Здесь чаги, море. Вот это да. Ты смотри, здесь у меня уже в рюкзак не влезет. Там 2 штуки в этом дереве. И здесь получается еще. Такие дела. Так. Что я делаю? Сейчас я схожу без рюкзака. Вот здесь этот поворот еще проверю. Если ничего нету, я здесь это все забираю. И уже выхожу на дорогу. Другого варианта я не вижу. Выходим на дорогу. Разгружаемся и обратно сюда придем. Вот такое начало. Начало вообще огонь сегодня. Вот так. Да, ладно, сейчас схожу. И фотографию, конечно, сделаю. Потом ВКонтакте, в Телеграм-канале я это выложу. Посмотрите. Это просто сказка какая-то сегодня.
Шикарная чага, вот смотрите. Свежая, хорошая. Такой. Фух, интересно. Ну вот последние деревья тут. О, блин. На этом повороте. Все, здесь поворот заканчивается, и рыбаки до сюда, видно, приходили, дальше не рыбачили. Это получается снизу они приходили до сюда. Но тут опасные места, наверное, поэтому решили, не знаю, откуда они приходили, непонятно. Вот, и здесь река поворачивает, вон там, прямо рядом. Здесь пусто. Ничего я не увидел, нету. Поворот буквально там 5 метров, ну 10 отсюда. И повороты, конечно, выдра напрямик ходит. Обычно тропит. На эту тропу и надо ставить капкан. Он залетает быстро туда. Все, возвращаюсь в чаге. И будем забирать. Что смог, взял. Вот тут большая, здесь. Ну и верховые, там еще 2 штуки. Вот столько получилось. Вот. Сейчас пойду к рюкзаку. А, вот тут еще один. Там выше уже не достать. Ну там еще 2 штуки, там вообще хорошие они. Тоже забираю. И уже по навигатору напрямик пойду к дороге. Тут вообще шикарная чага. Капец хороший. Кто-то идет. О, нормально, быстро. Потому что вот здесь он совсем труха. Это все надо лишнее убрать. Вот. Ну, хороший. Тоже отходит хорошо. Вообще огромный, ребят, смотрите. Вон. Все. Надо выносить. Я даже это не смогу, наверное, вынести. У меня больше 20 килограммов будет. Не знаю, сколько влезет. Загружу и уже, если что, оставлю остальные. Все взял, все загрузил. Но поднять этот рюкзак не знаю, смогу ли я вообще. Пипец, ребята. Не знаю, сколько килограмм тут. Но такой тяжелый рюкзак. Километр тащить. Ну, раз поднял, надеюсь, смогу я донести. Нет, так выгружусь. Вышел на дорогу, дотащил с горем пополам, блин. Вон, снегоход буквально от меня метров 200. Чуть-чуть прямее я вышел, не стал уже зигзагами ходить. Здесь прям хорошее место. Вон, прямо пришел. Вот. Фу, сейчас это выгружаю рюкзака и снова туда же пойдем. Я уже по пути одну чагу увидел. Не стал забирать сейчас. Налегке заберу. И дальше искать. Но сперва зайду в тайгу, там чай попьем. Здесь ветрено чуть-чуть. И снежок начинается.
Солнце выглядывает. Вот так. Килограмм 25, наверное, у меня сейчас получилось. 25. Здесь тоже вот белки шишковали. Вот, не знаю, где-то может и сидит. Вот он. Хорошо, спотел, конечно, очень жестко. Ниже по Буранице приехал какой-то рыбак, наверное. Ну, в общем, на снегоходе, где кто-то приехал. Вон этот альбатросик, матросик, песик, альбатросик. Самая лучшая техника в мире. Вот. Да, жалко, конечно, наст пока нету. Образовалась бы хороший наст, я бы по тайге ходил на нем. Но сейчас пока никак не получается.